У нас в гостях Сара Вагенкнехт, депутат немецкого парламента, член левой партии. Добро пожаловать на нашу программу, мы рады видеть вас снова. Итак, Сара, канцлер Ангела Меркель баллотируется на 4-й срок. Однако на региональных выборах партия Меркель потерпела поражение. Немцы будут голосовать за стабильность с Меркель или они захотят перемен? Я бы не сказала, что Меркель олицетворяет стабильность. При ней социальное расслоение в нашей стране усилилось. Множество людей чувствуют, что политики бросили их на произвол судьбы, что мы отходим от принципов демократии. Но проблема в том, что в рядах социал-демократической партии нет сильного кандидата, и поэтому действительно существует опасность, что Ангела Меркель останется канцлером еще на 4 года. Я думаю, что большинство людей в Германии не хотят, чтобы все оставалось как есть. В Германии набирает поддержку партия евроскептиков «Альтернатива для Германии». Появился ли у них реальный шанс войти в правительство и повлиять на политику государства? Сомневаюсь, что альтернатива для Германии войдет в следующее правительство. Но вы правы в том, что эта партия набирает силу. Она добилась очень и очень внушительных результатов на последних региональных выборах. Но не столько потому, что люди, безусловно, поддерживают взгляды альтернативы для Германии, сколько из-за их разочарования другими партиями. Люди считают, что политиков не заботят их интересы, поэтому им кажется, что, проголосовав за альтернативу для Германии, они смогут выразить так свой гнев, отчаяние, заявить свой протест. Иными словами, для многих поддержка этой партии – это способ заявить о своем разочаровании, а не сигнал, что они выступают за то, чтобы данная партия определяла политику страны. Я думаю, этого она не добьется, но, боюсь, в следующем составе Бундестага действительно будет представлена не такой уж малочисленной фракцией. Газета «Шпигель» написала, что в ходе своего визита в Берлин уходящий американский президент Барак Обама лично возглавил кампанию в пользу Меркель. Можно ли считать Меркель преемником американской политики в Европе? Меркель всегда была успешным двигателем американской политики. Она считала, что ее функция состоит в том, чтобы признавать и принимать гегемонию Соединенных Штатов как должное. Мне неизвестно ни одного случая, когда Ангела Меркель возразила бы против американской политики, в том числе в отношении совместных военных операций, как в рамках НАТО, так и вне Альянса. То есть с подачи Меркель Германия принимала участие в военных действиях под американским руководством. Самый свежий пример – это Сирия. Так что между канцлером Меркель и президентом Обамой всегда были тесные отношения. И, к сожалению, она никогда не критиковала США. По определенным вопросам, как, например, маневры НАТО в Восточной Европе, с критикой выступал иногда министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. Однако сама госпожа Меркель в таких случаях, конечно, молчала. В целом, эта ориентация на США всегда присутствовала, как и желание некоего одобрения со стороны США. «Нью-Йорк Таймс» назвали канцлера последним защитником либерального Запада. Если Трамп сконцентрируется на внутренних американских делах, будет ли Запад теперь ориентироваться на Берлин вместо Вашингтона? Пришло время Меркель стать лидером свободного мира. Я не знаю, что такое свободный мир. США в последние годы вели много войн, противоречащих нормам международного права. Они защищали не демократию и свободу, а, например, использовали беспилотники для убийства, грубо нарушая действующие нормы международного права. И поэтому я с осторожностью отношусь к таким понятиям. Я бы не стала слишком превозносить здесь Ангелу Меркель. Германии незачем стремиться к новой гегемонии. Напротив, многие наши европейские партнеры высказывают свои опасения по поводу разобщенности и несогласованности ЕС. Ведь Меркель постоянно действует в одиночку, не консультируясь с партнерами в Европе, что их, естественно, раздражает. Еще более выраженное стремление к гегемонии со стороны Германии было бы фатальной ошибкой. Европарламент принял резолюцию о борьбе с российской пропагандой, обвиняя, в частности, канал АРТ в
стремлении расколоть Европу. Будет ли глушить российские СМИ в Европе? И почему альтернативная точка зрения рассматривается как угроза? Над этим действительно стоит задуматься. Конечно, на СМИ оказывается давление. Есть данные о том, что и США влияют на европейские СМИ. Так, некоторые журналисты, в том числе в Германии, тем или иным образом тесно связаны с Америкой. Это никогда не обсуждается, и их не критикуют. И потому, учитывая, что в отношении США такое считается нормой, я полагаю, что заявлять какие-то претензии к российским СМИ было бы некорректно. Любые СМИ тесно сотрудничают с той или иной стороной. Но для демократии важно, чтобы в СМИ был плюрализм, чтобы не доминировала какая-то одна сторона. На мой взгляд, главная проблема в сфере СМИ в Германии заключается в том, что все они контролируются небольшой группой людей. То есть частные издательские дома принадлежат миллиардерам, которые, естественно, оказывают на СМИ влияние в соответствии со своими интересами. Главная проблема – это ослабление плюрализма информационных источников, когда небольшая группа людей прибирает к рукам все большее число изданий. Нам необходимо принять меры, причем касается это не только Германии, но и других европейских стран. Сара, мне вот в частности интересует, например, судьба моего канала, да, вот почему альтернативная точка зрения, она рассматривается как угроза. Что тут скажешь? РТ, как и любой другой канал, занимает определенную позицию при плюрализме СМИ, это вполне допустимо. По-моему, утверждение о том, что ваш канал якобы раскалывает Европу, это явное преувеличение. Если бы я считала, что это возможно, то вряд ли согласилась бы давать вам интервью. Ну, просто это все равно достаточно, на мой взгляд, забавная тема для обсуждения. Вы знаете, что в том же документе Европарламента осуждается информационная деятельность Исламского государства и Аль-Каиды. Неужели российские СМИ так же опасны, как террористические организации? Ставить между ними знак равенства – это полный абсурд. Мы должны не обсуждать мнимые угрозы, а действительно бороться с экстремистскими организациями, из-за которых страны Европы столкнулись с терактами. Вот на чем стоило бы сосредоточиться. Президент Германии Йохим Гаук заявил, что ЕС нужно приостановить интеграцию, что она протекает слишком быстро. Вы думаете, ЕС действительно нужно сделать паузу? Я считаю, что в последние годы развитие Евросоюза противоречило желаниям людей. Демократические ценности упраздняются, делается ставка прежде всего на экономические свободы, в том числе на свободу перемещения капитала. Однако это, в свою очередь, ухудшило условия жизни многих людей, главным образом в социальном плане. Вот почему я против того, чтобы передавать что-либо еще в компетенцию Брюсселя. Там теперь работают не демократические принципы, а мощные лоббистские организации, крупные предприятия, которые оказывают огромное влияние на Еврокомиссию. В свое время я была членом Европарламента и своими глазами видела, как действует система лобби. Причем в Брюсселе она гораздо сильнее и агрессивнее, чем в других европейских столицах. Я убеждена, что европейское сотрудничество необходимо, и мне хотелось бы видеть более согласованные действия стран ЕС. Но нам не нужно усиление европейской бюрократии и технократии, которые абстрагируются от населения. От такой Европы отворачивается все больше людей, а значит, это провоцирует национализм, чего, конечно, стоит избегать. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер говорит, что усилия НАТО на границах с Россией никак не укрепляют безопасность Альянса. Но в то же время Германия направляет солдат и танки в Литву, на российскую границу. Кому нужно военное обострение с Россией? Мы неоднократно выступали с критикой такой политики. На наш взгляд, этот путь не приведет к стабильности и безопасности в Европе. Нам нужно сотрудничество. Мы должны вернуться к принципам разрядки напряженности. Это означает, что независимо от того, нравятся мне интересы другой стороны или нет, я должна их уважать и воспринимать всерьез. В любых своих действиях мне следует учитывать интересы противоположной стороны. Такая кооперация нам необходима, ведь Евросоюз существует на одном континенте с Россией.
Она наш великий сосед. И мы, европейские страны, хотим жить в мире с Россией. Я искренне надеюсь, что эти нелепые воинственные маневры и наращивание вооружений закончатся. Мне бы хотелось, чтобы все поняли, что конфликт с Россией вредит Европе и будущему наших отношений. Мы сделаем небольшой перерыв, а затем продолжим нашу беседу с Сарой Вагенкнехт, лидером фракции левой партии в Бундестаге Германии, о европейской интеграции и проблемах Германии с беженцами. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем обсуждение участия Германии в международных делах и проблему беженцев в Европе с лидером парламентской фракции левой партии Германии Сарой Вагенкнехт. Новый президент США назвал НАТО устаревшей организацией. И по информации журнала «Шпигель», в Альянсе уже готовится к возможному выходу США из него. В этом случае может ли Европа обеспечить безопасность только своими силами? Я считаю, что Европе нужна самостоятельная внешняя политика, без оглядки на Дональда Трампа. Мы, левые, хотим, чтобы НАТО было распущено, а на его место пришла система коллективной безопасности, в которую вошла бы и Россия. Давно пора обеспечивать безопасность совместными усилиями, а не позволять холодной войне и дальше нас разделять. Что же касается вероятности выхода США из НАТО, то в этом я сильно сомневаюсь. Посмотрим, как будет развиваться внешняя политика Америки. Но как бы там ни было, я считаю, что у Европы есть свои интересы, и она должна вести самостоятельную политику, а не быть инструментом в руках Альянса НАТО, который руководствуется интересами США. Но в случае распуска НАТО не придется ли Германии увеличить траты на собственную оборону? Не думаю, что миру нужно больше оружия. В настоящее время все страны, члены НАТО, тратят на вооружение и военные операции в 13 раз больше, чем Россия. И, собственно говоря, нет никакого основания для дальнейшего повышения этих расходов. В немецкой конституции говорится, что задача Бундесвера – защищать нас. Для этого не нужна гонка вооружений. Иными словами, мы должны располагать достаточными силами для обороны, но нам не нужен военный потенциал для ведения интервенционистских войн по всему миру, в которые мы ввязываемся в последнее время. Левая партия требует, чтобы силы Бундесвера не участвовали в этих войнах. Ведь ни в один регион немецкие солдаты не принесли свободу и демократию. Да и не в этом, как правило, состоит цель. Все дело в борьбе за сферы влияния, за доступ к природным ресурсам. И я считаю возмутительным, что ради этого дестабилизируются целые регионы мира. Ваш коллега, представитель левой партии по внешней политике Стефан Либих, поддержал идею создания единой европейской армии. Сможет ли такая армия заменить НАТО? Не думаю, что нам нужна подобная армия. Отдельные страны имеют свои вооруженные силы. Они необходимы и, вероятно, никогда не потеряют актуальности, потому что, к сожалению, в мире неспокойно, и солдаты все равно нужны. Но общая европейская армия? За что или против кого она будет воевать? Нет, нам она не требуется. Трамп обещал сменить внешнеполитический курс США в отношении России и в отношении Сирии, но при этом канцлер Меркель не собирается менять свой курс. Стоит ли ждать конфронтации Берлина и Вашингтона по внешнеполитическим вопросам? Чтобы понять это, придется подождать, ведь Трамп еще даже не сформировал полностью свою администрацию. У нас нет возможности предсказать, какой внешнеполитический курс
станет выстраивать его правительство. Я была бы очень рада, если бы он был направлен на прекращение конфронтации и возобновление сотрудничества с Россией. Например, совместно с Россией мы могли бы найти мирное решение конфликта в Сирии, ведь в ходе переговоров уже были достигнуты значительные результаты, установлено перемирие, но ряд стран, в том числе США, саботировали его. Если бы снова можно было продолжить эти мирные переговоры, это стало бы большой победой, в том числе и самих сирийцев. Ведь для них главное, чтобы прекратились бомбардировки и были предприняты совместные усилия для вытеснения исламского государства и других террористических группировок из Сирии, а не продолжение войны между третьими сторонами. Это было бы невероятно опасно, и такого нельзя допустить. Но, как я уже сказала, неизвестно, пойдет ли Трамп по этому пути. Есть определенные признаки, но уверенности нет. В целом, я считаю его не очень предсказуемым. С другой стороны, не думаю, что Берлин пойдет на конфликт, если произойдет такое изменение американского внешнеполитического курса. До сих пор Ангела Меркель всегда подстраивалась под политику США, и в этом случае вряд ли будет по-другому. Но вы говорили, что нынешние санкции против России вредят европейской экономике. Почему ЕС не хочет отказываться от данной политики? Мы призывали к отмене этих санкций. Они не дают никакого результата, а только вредят европейской экономике, как, конечно, и российской. Вредят населению. Сама идея о том, что введением санкций можно достичь какого-то положительного результата, абсурдна. Наоборот, мы должны задуматься, как достичь наших целей путем диалога и сотрудничества. Политика введения санкций устарела и совершенно ошибочна. Вот вы говорили, что Европа сохраняет жесткую позицию в отношении России из-за давления США. Но вот сейчас есть шанс на разрядку отношений между Москвой и Вашингтоном, а Европа продолжает антироссийский курс. Получается, американское давление тут ни при чем. Какой будет внешняя политика Трампа, покажет время. Европа расколота. Разумеется, некоторые восточноевропейские страны всегда сильнее выступали в пользу антироссийской политики, чем, например, Франция или Италия, которые такую политику скорее критиковали, предпочитая развитие более сотруднических отношений с Россией. То есть Европа в этом отношении расколота, и нам еще предстоит увидеть, как ситуация будет развиваться дальше, и какую позицию займет в итоге Евросоюз. К сожалению, Германия пока играла в этом конфликте не слишком позитивную роль. Но будущее ответит и на этот вопрос. Ведь в следующем году Германии также предстоят выборы. Пока никто не знает, каким окажется новое правительство. Будет ли Меркель и дальше руководить страной? Я не думаю, что все останется как прежде. Меркель признала, что политика открытых дверей для мигрантов подорвала позиции ее партии. ХДС говорит о том, что не доступит нового наплыва беженцев. Пойдет ли правительство на коренные изменения в миграционной политике? Прежде всего, надо сказать, что другие европейские страны приняли меры для изменения ситуации. Сейчас все меньшему числу беженцев удается добраться до Германии, потому что Македония закрыла свои границы, перерезав тем самым балканский маршрут. А Меркель заключила договор с президентом Турции Эрдоганом. Согласно этому договору, она оплатит ему, да и дальше намерена платить, за то, чтобы он играл роль привратника Европы, задерживая беженцев. Я считаю такую политику совершенно бессмысленной. На мой взгляд, европейские страны должны сообща работать над искоренением первопричин миграции, чтобы помогать людям там, откуда они отправляются в Европу. Ситуация во многих лагерях вокруг Сирии по-прежнему катастрофическая. Не хватает еды, дети не получают начального образования. Я считаю, что прежде всего мы должны разрешить
решить эту ситуацию, ведь она затрагивает далеко не только тех беженцев, которым удалось добраться до Европы. То же самое относится и к Африке. Европа проводит неверную торговую политику в отношении африканских стран. Многие из них вынуждены сокращать свои таможенные пошлины, а значит, их захлестнет огромный поток нашего экспорта, в первую очередь сельхозпродукции. Это разрушает экономику стран, порождает нищету, ощущение безнадежности. Вот почему люди становятся беженцами. Здесь необходимо что-то изменить. Ну, а что делать Германии, если все-таки хлынет новая волна мигрантов? Как я уже сказала, чтобы устранить причины миграции, мы должны делать намного больше. И тут есть краткосрочные меры, например, улучшение ситуации в лагерях беженцев. И речь не идет о 20 годах. Многое можно сделать сразу же. Им просто нужно больше денег, больше поддержки, чтобы создать там инфраструктуру, которая позволит, например, обучать детей. Ведь для многих беженцев именно это становится поводом к бегству из таких лагерей. Они говорят, что их дети растут там, не имея возможности даже посещать школу. Поэтому здесь надо что-то предпринимать. А в дальней перспективе речь идет о том, чтобы устранить причины войн, добиться прекращения поставок оружия в регионы, где идут военные действия, а в конкретных странах вроде Сирии предпринять все усилия для прекращения войны. Если удастся вытеснить из Сирии исламское государство и установить в стране мир, то и бежать оттуда не придется. Только таким путем удастся, наконец, решить эту проблему. А как быть с теми, кого ваша страна уже приняла? Сможет ли Германия переварить почти 1 миллион прибывших беженцев? Вы говорите, что у Меркель нет плана на этот счет, а у вас он есть? У канцлера Меркель очень беспечный подход к решению данной проблемы. Плана у нее нет. Меркель действительно дала тогда понять, что Германия готова принять огромное количество людей. Многие решились бежать именно после этого заявления, но у нее не было ни малейшего представления о том, как интегрировать их в наше общество. Ведь интеграция означает, что у человека должны быть крыша над головой и работа. А она обо всем этом до сих пор не позаботилась. Меркель полностью переложила бремя моральное и финансовое на плечи муниципалитетов, оставив их один на один с проблемой. Это огромный вопрос, который порождает в немецком обществе неуверенность и обиду. В конечном счете именно этим объясняется недавний успех партии «Альтернатива для Германии». Ведь еще летом 2015-го она набирала менее 5% голосов и в сущности готова была развалиться. Ее положение изменилось ввиду высокого уровня неуверенности и страха среди населения. Иммиграционная политика проводилась в отсутствии какого-либо плана. Даже сейчас невозможно установить личности всех прибывших в Германию беженцев. И это, конечно, пугает людей. Есть информация, что исламское государство целенаправленно пытается внедрить своих агентов в европейские страны. Должна сказать, что, на мой взгляд, политика открытых дверей была просто безответственной. Но волна беженцев уже сделала Германию более уязвимой к террору, в первую очередь. Но пойманный полицией потенциальный террорист Аль-Бакр уроженец Сирии, и радикализовался он в Берлине. То есть, получается, террорист вовсе не импортируется в Германию мигрантами, а уже живет внутри страны. Верно и то, и другое. В подавляющем большинстве мигранты бегут от террористов и исламского государства. Тем не менее, поступала и информация о том, что террористы пытались воспользоваться ситуацией, особенно в прошлом году, когда проверок не было в принципе. Кроме того, в Германии действуют структуры, занимающиеся вербовкой людей в ряды террористов, и мы наконец-то занялись этой проблемой. Недавно была запрещена организация, которая активно привлекала новых членов и отправляла их в Сирию, где они сражались на стороне исламского государства. На это нельзя закрывать глаза. Деятельность подобных организаций обязательно надо пресекать. Они используют немецкую инфраструктуру и средства, выделяемые для беженцев, чтобы пропагандировать радикальный ислам и разжигать ненависть.